Это сегодня КАМАЗ – символ набережных Челнов и один из главных брендов всего Татарстана. Но мало кто знает, что знаменитого завода на Каме вообще могло не быть. В том смысле, что первоначально автогигант планировали построить в Красноярском крае. И самое удивительное – судьбу КАМАЗа решила партия. Не коммунистическая, партия в домино. Меня пригласили в Белоруссию на празднование 40-летия республики. А Брежнев Леонид Ильич говорит: поедем вместе в моем вагоне. Мы немножко играли в домино. Я тогда Леонид Ильичу говорю: Леонид Ильич, там камень набей в этом городе Красноярском крае. Я говорю: за 20 лет в первую очередь никто вам не построит. А что ты хочешь? Я говорю: я хочу, чтобы мы за 5 лет можем построить в первую очередь. Эти годы строительства одного из крупнейших объектов нашей страны КАМАЗа, замечательно потрудились рабочие строители, монтажники и автомобилестроители. Последние годы, пока Табеев работал, быть с ним и находиться в одном кабинете 4 года. За эти годы я многое узнал о нем интересного. 4 года в одном кабинете – это говорит о многом. За эти годы я о нем узнал столько интересного, как о человеке незаурядном, о легенде татарского народа. Уникальное явление, я сказал, Табеев в познании людей, работа с людьми. Вот это у него нет. При нем бывало комфортно. Он и отругает, и он даст оценку и так далее. Но он очень дорожил кадрами. Очень дорожил. Отношение к людям у Табеева было уникальное. Это далеко не всем, первым лицам дано. Он, будучи в районах, всегда схватывал, и через секретаря райкомов, наверное, и через аппарат обкома партии, это я уже не чужих слов говорю, когда работал, задачу такую ставили, искать кадры в районах, какие есть перспективные ребята. Много же способных ребят, которых по жизни не увидели. И по-разному складывалась судьба. И не надо считать, вот ты лучше всех, например, я их к себе отношу. Просто вот в такой момент, такое развитие, шло. Подбирали действительно, не боялись. Вот когда сам был молодой, вот это сказывалось, что он молодые кадры подбирал. Фихрат Ахметзянович Табеев, он являлся магнитом для притяжения всех татар Москвы. И в этом большом городе, мегаполисе, вокруг Фихрата Ахметзяновича Табеева объединялись все татары. И все выходцы из Татарстана. Нам его очень не хватает, но принципы, заложенные им, это кадровая политика, это национальная политика, и свою сохранить идентичность в большом мегаполисе, мы его заветы до сих пор осуществляем в жизнь. Но больше всего в наших беседах с ним он чаще говорил о своих друзьях, знакомых, чем о себе. По его инициативе был организован штаб, где собирались в основном костяк татар Москвы и Московской области. Затем и эту идею хорошую он передал, как говорится, своему преемнику, такому же деловому, инициативному преемнику, как Рустем Фаизович Ямалеев, который взялся за это, как говорится, засучив рукава и продолжает дело Табеева. Благодаря именно вот этому штабу и Рустему Ямалеевичу мы создали фильм о Табееве, который был посвящен 90-летию со дня рождения Фихрата Ахметзяновича. Сегодня готовится к изданию вторая книга о Табееве. Первая книга была издана к 85-летию со дня рождения Табеева, которая называлась «Судьбе благодаря и вопреки». И вторая книга Фихрат Табеев «Философия оптимизма» вот выходит на днях.